по неволе продал корову, купил оружие против, чтобы идти никто. Вот эти варварские. Вот как идти на переговоры, я еще раз вот заявляю, с такими личностями, как Ельцин, Грачев, Егоров, Степан, вот эти все такие личности, я людьми их не назову, они варвары высшей категории, которые бомбят русских, евреев, армянов, чеченов, безразлично. Даже на перемирие, чтобы собрать трупы, они не соглашаются, понимаете? Вот скорейшая победа. Они думают, что они победят чеченский народ. Они проиграли, когда они объявили войну с чеченцами. Понимаете? Почему? Надо же, еще кто-то упрекает, что Дудаев, его ополченцы прячутся за женщинами, детьми там, какие-то там генералы-офицеры. Если они такие мужчины, я уже по-мужски заявляю, если они такие мужчины, у меня автомат, пускай идет автоматом, пулемет с пулеметом, танк танком, но у меня нету авиации и тяжелых бомбардировщиков, вот этих всяких. У меня нету столько территорий, как у России. Понимаете? И то я воюю так справедливо, Всевышний это видит. Но мировое общество, всего мировое сообщество будет наказан за это равнодушие, молчание, которое здесь творится. История показывала примеры в европейских странах и других, Латинской Америки, вот всех континентов показывала история. За равнодушие против, когда империя сотворяла такие вот варварские чудеса, и все так равнодушно молчали, но не остались безнаказанными. Каждого достигала такая участь. И сейчас достигли.